Его уже назвали Чувашским лебединым озером. Премьеры спектакля «Дорога лебедей» театр оперы и балета открыл 24-й международный балетный фестиваль. С постановщиками, зрителями и балетными критиками побеседовала моя коллега Ирина Ромадова. Вторая мировая премьера за 2 года. Театр оперы и балета вновь представил спектакль, созданный с нуля. Над детским национальным балетом «Дорога лебедей» работала та же творческая группа, что и над балетом «Атилла». Композитор Андрей Галкин, балетмейстер Данил Салимбаев и художник Валентин Федоров. Сроки были сжаты, условия тоже были, так скажем, весьма необычные, учитывая ситуацию в стране и в мире. Но, знаете, мы решили, что это не повод отказываться от задуманного. Какой-то модерн с точки зрения, как стиль такой, плюс фэнтези, стиль. Я думаю, что такая договоренность общая была, и я этому придерживался в своей работе. Также и придерживался композитор. По сюжету лесная ведьма Сехмет решила отобрать крылья у белых лебедей. Одна из птиц не успела улететь от злых духов. Лишившись крыльев, она превратилась в девушку Пенеслу и стала жить среди людей. Из-за злых чар ведьмы никто из юношей не мог увидеть красавицу, кроме солнца, чьи лучи проникают везде. Злым силам это пришлось не по нраву, но ведьме не удалось погубить девушку. Ее сестры-лебеди отнесли на Луну, оставив за собой сияющий звездный путь Хургая-Ксюли. По нему любимую и нашел Хивель. В финале солнце и луна слились в красивейшем дуэте. Главные партии в спектакле исполнили Анна Серегина, Дмитрий Поляков и Виктория Сивоян. В балете в одно целое сложились музыка, хореография, художественное оформление и, конечно, исполнительское мастерство артистов. Несомненно, спектакль украсит репертуар театра. Понравилось, как танцевала главная героиня. А чем она тебе понравилась? Почему? То, что она такая скромная, красивая. Она, наверное, лучше всех танцевала. В какой-то степени этот спектакль можно назвать таким лебединым озером чувашским, потому что здесь есть и натуральный план, да, деревня, здесь есть и фантазийный план, когда лебеди, да, то есть превращения вот эти взаимные. Я так думаю, для детей будет выглядеть как такая интересная книга с объемными рисунками и иллюстрациями. Есть ощущение поэзии, сказки и национальная тема. Вот это особенно важно. А как красивые лебеди сделаны с одним крылом. Они же прозрачные, они просто светятся. А какой волшебный страшный лес. Прям переплетение этих корней, эти чудища. Вот вообще фантазия есть, но она не давит. Нет этого шоу дешевого, когда все забивается зрелищем. Нет, это сделано в традициях настоящего балетного спектакля, где на первом месте стоит культура. В этот раз спектакли балетного фестиваля проходят без сопровождения оркестра в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Впереди «Корсар», «Баядерка» и заключительный гала-концерт. Ирина Ромадова, Вадим Владимиров. Вести, Чебоксары.